В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных темах. Сильные паводки начались в 26 российских регионах. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Алтайском крае, где пришлось проводить эвакуацию. Тем временем Якутия уже начала подготовку к сезону большой воды. Для мониторинга куплена новая техника, а на реках проводят зачернение и распиловку льда. Атомная электростанция, крупные энергокомплексы, энергетическая безопасность. Расскажем, как будет реализовываться новый указ главы Якутии. Помочь преодолеть преграды тем людям, перед которыми их возводит сама жизнь. Минспорта Республики и Алданский район подписали соглашение о сотрудничестве. 16 метров высоты, 3 трассы разного уровня сложности и безграничные возможности для развития не только физических навыков, но и силы духа. В столице завершили строительство скалодрома. В Москве состоялась рабочая встреча главы Республики Айсена Николаева и президента полиметаллического холдинга «Селигдар» Константина Байрита, где обсудили результаты предприятия за 2023 год и перспективы развития деятельности холдинга в Якутии. Так, в минувшем году «Селигдар» обновил исторический показатель по золотодобыче. Увеличил объем производства лигатурного золота на 10% до рекордного показателя в 8,27 тонн, из которых 7,6 тонн было добыто в Якутии. «Селигдар» – крупнейший налогоплательщик. В региональный бюджет в 2023 году было направлено более 3,7 миллиардов рублей. На встрече также говорили об инвестиционных проектах. Один из них – золоторудное месторождение Кючуз. В минувшем году с опережением графика там завершены геолого-разведочные работы и получены предварительные результаты поисковых технологических исследований. Также в минувшем году «Селигдар» приобрел лицензию на освоение флангов Кючузского рудного поля. Еще один объект холдинга строится в Алданском районе на производственном комплексе «Хвойная». Это золотоизвлекательная фабрика. Золотоизвлекательная фабрика, которая находится в Алданском Улусе, так называемое месторождение «Хвойное». В принципе, у нас сейчас идет самый разгар стройки. В принципе, мы в следующем году ее планируем запускать. Крупнейшая в Алдане лаборатория исследовательская. Она строится тоже под это, и она уже построена. Туда подведена линия электропередачи, создана уже подстанция, построены все дороги. А сейчас, строится главный объект. Это строится сама фабрика. Там бетонные работы, они уже все закончены, смонтированы мельницы. И сейчас идет монтаж металлических конструкций. По стратегическому указу главы республики грядут большие изменения. Благодаря документу о развитии транспортной и энергетической инфраструктуры в скором времени повысится качество коммунальных услуг. А также уже известно о строительстве нескольких энергетических объектов. Какие изменения еще ждут Якутию в сфере энергетики, расскажет Дарья Короленкова. По энергетике отдельно отмечу, что мы не только самые такие крупные проекты должны реализовывать, мы должны реализовывать проекты, связанные с развитием гибридных электростанций на северах в первую очередь и в труднодоступных территориях, которые себя уже несколько построенных с самой лучшей стороны показали. В 2024 году правительство стоит серьезная задача по направлению энергетики. Необходимо снизить износ объектов энергетики и коммунального комплекса на 10% к уровню 2000. Началом паводкоопасного периода и пожароопасного сезона Главное управление МЧС России по Якутии усилилось новой техникой. В эксплуатацию поступил комплекс многофункциональной беспилотной авиационной системы на базе автомобиля повышенной проходимости. В состав комплекса входят 2 единицы беспилотных воздушных судов самолетного типа «Орлан-10». Основная задача комплекса – воздушная разведка очагов природных пожаров и зон подтопления с целью получения необходимой информации и доведения ее к близкому реальному времени до органов управления и сил МЧС России для оперативного принятия решений. Максимальная продолжительность полета не менее 10 часов. Также высота полета до 5 километров. Диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 40 градусов по Цельсию. Экипаж составляет 3 человека. План применения комплекса на паводкоопасный период, проведение воздушной разведки ледовой и паводковой обстановки на затароопасных участках реки Лена от Хангаласского и до Кабельского района. А на пожароопасный сезон будем применять на мониторинг очагов возгорания в районах, где будет установлен повышенный класс пожароопасности. МЧС России сообщает о паводках в 26 субъектах страны, большинство из которых находится в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западных федеральных округах.
Под водой оказались более 100 мостов и 67 участков автодорог. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Алтайском крае, где пришлось проводить эвакуацию людей. В регионах, где начались сильные паводки, работают спасатели МЧС России, а также местные службы. Кроме оказания необходимой помощи населению, специалисты расчищают систему водоотведения, возводят защитные дамбы и взрывают лед на реках. Тем временем в Якутии уже идет подготовка к весеннему паводку. На реках республики проводятся превентивные мероприятия по ослаблению толщины и прочности льда. Эти работы должны помочь весеннему половодью пройти без серьезных последствий для жителей республики и объектов экономики. С подробностями Александр Хавренко. Самые действенные и эффективные способы ослабления льда перед вскрытием рек – это зачернение и распиловка ледового поля. По прогнозам Гидрометцентра, весеннее вскрытие рек в этом году будет в первой и второй декаде мая. Поэтому превентивные работы на реках республики сейчас в самом разгаре. В некоторых районах сейчас идет трассировка в местах, где будут выполняться работы, и измерение толщины льда. По срокам выполнения работ это по малым рекам до 14 апреля, а по крупным рекам в Ленском и Алекимском районе 17 апреля, город Якутск, Хангаласский район, Намский район и Кобяйский район 20 апреля, а на реке Колыма в Среднеколымском и Верхнеколымском районе до 26 апреля. Всего в 2024 году на противопаводковые мероприятия по ослаблению льда из федерального бюджета выделено 42 миллиона рублей. Главная задача этих мероприятий – минимизировать возможность заторов, основной причины подтопления населенных пунктов. Вот конкретно для Якутска у нас в зону затопления попадают населенные пункты. Это вот поселки городского округа город Якутск, в том числе сам город Якутск, село Дайду, Техтюр, Павловский, сам Нижний Бестяк. Всего в зону затопления попадает около 60 тысяч человек. Несмотря на то, что в этом году толщина льда на реках наблюдается ниже среднегодовых, Гидрометцентр дает прогнозы по высоким уровням воды на Лене от Ленского до Кобяйского района. Поэтому вероятность заторов высокая, и тем важнее вовремя завершить все превентивные мероприятия. Александр Хавренко, Иван Саракаумов, Якутск. В Ленске работает правительственная группа во главе с начальником службы спасения республики Иннокентием Андросовым. Они проверяют готовность района к предстоящему паводку. Как устроена работа и какова степень готовности, расскажет Светлана Балеева. На смотр сил и средств традиционно была собрана техника и личный состав нескольких ведомств, сотрудникам которых предстоит бороться со стихией и помогать людям в период половодья. Это сотрудники МЧС, полиции, Ленской ЦРБ, службы спасения, представители жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжения и сотрудники ДПС. Все они отчитались о готовности и рассказали о действиях подразделения во время ЧС. Задача группы – оповещение населения о предстоящей эвакуации посредством СГУ, охрана общественного порядка, недопущение мародерцев на период паводковой ситуации в местах эвакуации населения. У вас есть для осуществления именно окарауливания личный состав, который будет нести дежурство до окончания чрезвычайной ситуации? Здесь предусмотрен резервный личный состав, который задействован. Также подготовлены 5 моторных лодок, способных непосредственно приблизиться к местам. Во время паводка каждая из структур несет ответственность за определенные действия. Так, задача МВУ «Гранит» – создать резерв автотранспорта для эвакуации населения на пункты сбора. ЛПТС должен обеспечить население необходимым запасом питьевой воды. АЗЭС, акционерная компания «Якутскэнерго», обеспечить своевременное отключение электрических подстанций. Здесь представлены службы комиссии по ЧС и ПБ, которые будут задействованы в паводковый период. Здесь у нас медицинские службы, службы Роспотребнадзора, наши предприятия города. У всех у них доведены функциональные обязанности. Осмотрев спецтехнику и пообщавшись с членами оперативных бригад, начальник службы спасения республики Иннокентий Андросов отметил, что смотр в готовности сил и средств, предназначенных для оперативного реагирования при паводке, проведен успешно. Также в рамках подготовки к пропуску весеннего половодья Иннокентий Андросов осмотрел гидротехническое сооружение дамба и проверил, как проходит чернение в заторопасных местах. Более 5 миллионов на эти мероприятия заложили, и уже сейчас конкурсные процедуры уже проведены, подрядчики определены и мероприятие уже проводится. Это у вас зачернение льда, самое главное перед заторопасным участком у острова Батамайский.
Все работы ведутся. Завершить их планируется к 17 апреля. Ледоход в Ленске, по предварительным данным, ожидается в первой декаде мая. Более точный прогноз будет опубликован 10 апреля. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. По стратегическому указу главы республики грядут большие изменения. Благодаря документу о развитии транспортной и энергетической инфраструктуры в скором времени повысится качество коммунальных услуг. А также уже известно о строительстве нескольких энергетических объектов. Какие изменения еще ждут Якутию в сфере энергетики, расскажет Дарья Короленкова. По энергетике отдельно отмечу, что мы не только самые вот такие крупные проекты должны реализовывать, мы должны реализовывать проекты, связанные с развитием гибридных электростанций на северах в первую очередь и в труднодоступных территориях, которые себя уже вот несколько построенных с самой лучшей стороны показали. В 2024 году у правительства стоит серьезная задача по направлению энергетики. Необходимо снизить износ объектов энергетики и коммунального комплекса на 10% к уровню 2023 года, обеспечив при этом соответствующее снижение аварийности в этой сфере. Также планируется строительство и Водно-Воленская ТЭС в Ленском районе к 2028 году. Второй очереди Якутская ГРЭС-2 и атомной станции малой мощности в Устьянском Улусе. Одной из современных нововведений станет модернизация 66 дизельных электростанций с применением гибридных энергоисточников, которые должны сэкономить потребление дорогостоящего дизельного топлива. Это означает, что мы будем строить современные дизельные электростанции в купе с возобновляемыми источниками энергии. В основном, конечно, это солнечная генерация. У нас по солнечной инсоляции Республика Саха-Якутия сравнима с Краснодарским краем. Есть уже успешно реализованные проекты в отдаленных населенных пунктах нашей республики. И в Верхоянском районе, и в Момском районе. В этом году будут введены в эксплуатацию объекты в Алекминском районе, в Тампонском районе. Также в этом году будут реализованы проекты не только строительства энергетических объектов, но и капитального ремонта. Например, у Якутскэнерго запланированы затраты на ремонт оборудования станций, тепловых и электрических сетей. Основной объем дополнительных затрат у нас предусмотрен на ремонт оборудования Якутской ГРЭС. Это стало возможным в связи с тем, что мы получили внутренний займ Русгидро. В целом, по объектам генерации мы планируем в этом году выполнить на Якутской ГРЭС капитальный ремонт 2 газотурбинных установок. На Каскаде Вилюйских ГЭС выполнить капитальный ремонт 1-8 гидроагрегатов и начать ремонт 5-го гидроагрегата с окончанием работ уже в 2025 году. Для исполнения цели указа будет образован проектный офис по ускоренному развитию транспортной и энергетической инфраструктуры республики. Он определит целевые показатели на период до 2030 года и обеспечит мониторинг их достижения. Дарья Короленкова, Джулстан Иннокентьев, Якутск. День гражданского активиста отмечают в Якутии. Праздник был учрежден указом главы региона в 2018 году. На сегодняшнем мероприятии приняли участие представители организаций, общественности и студенты. Также в рамках мероприятия была организована ярмарка. Участники на ней представили свои проекты, материалы, именно созданные для нужд общественности. Также на встрече были обсуждены темы важности роли социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений в развитии гражданского общества. Сегодня собрались всего 10 общественных организаций, которых позвали в большой зал мэрии, чтобы представить свои работы. И я считаю, что это очень нужная ярмарка, потому что люди должны знать, кто занимается волонтерством, кто занимается различными мероприятиями, которые проводятся ради горожан. Институт непрерывного профессионального образования, Министерство по делам гражданской обороны и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения республики совместно с МЧС России по республике проводят ежегодные семинары по гражданской обороне. На протяжении 3 дней специалисты будут решать интересные задачи по данной теме. Подробнее об этом расскажет Вероника Таюрская. Гаврил Баишев, являясь начальником отдела на станции скорой помощи, понимает, что повышение и обновление знаний по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях является залогом хорошей работы, а также поможет быстро среагировать в сложных ситуациях. Мы, естественно, постоянно, как я был до этого специалистом по гражданской обороне, перечисленной ситуации, естественно, мы ежегодно
проводятся такие мероприятия, интенсивы, занятия, естественно, обучение. Постоянно участвуем, получаем образование, удостоверение как специалиста по гражданской обороне. Естественно, это очень важная вещь, очень нужные занятия. Вот сегодня интенсив про ОГО, это планирование. Естественно, вся работа начинается у нас с планирования, какие там мероприятия, при чрезвычайных ситуациях, обязательно планирование. Кроме этого, специалисты проведут практикумы и деловые игры по прогнозированию и оценке обстановки в чрезвычайных ситуациях, а также по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей. Рассмотрят участники и вопросы, связанные с оценкой состояния радиационной, биологической и химической защиты. Программа интенсива очень интересная, содержательная. Так, включили мероприятия именно практического характера, такие как деловая игра, проектная деятельность по командам. Также слушатели ознакомятся с докладом о состоянии гражданской обороны в Республике Саха-Якутия. Специалисты ведущих компаний Якутии, а также жизнеобеспечивающих предприятий на протяжении 3 дней обсудят вопросы планирования и реализации мероприятий по гражданской обороне, а также поделятся опытом в данной сфере. Вероника Таюрская, Джулстан Иннокентьев, Якутск. На этой неделе во всем мире будут отмечать День здоровья. В преддверии праздника на выставке «Россия» на ВДНХ уже проходят различные мероприятия. Среди них и презентация Министерства здравоохранения Якутии. Гостям и жителям столицы будут представлены самые передовые достижения республики в медицинской сфере. Сегодня первый день, и на площадке уже работает наш специальный корреспондент Максим Кардозу. Максим, приветствую. Расскажи, чем удивляет Якутия? Приветствую, Петя, ты абсолютно прав. Сегодня первый день недели здоровья на выставке «Россия» в ВДНХ, и продлится она до 7 апреля. И, конечно, Якутия, кстати, впереди планеты всей, впереди всей страны. Вот мы сегодня прошлись по павильону, и ты знаешь, такой активности, как у нас в якутском павильоне, на якутском стенде, наверное, нет ни у кого. И сюда приехали представители 7 крупнейших медицинских учреждений нашей республики. Также к ним присоединилась и компания «Сайберия», которая занимается диагностикой. И они презентуют свои проекты, те уникальные технологии, которые были разработаны или используются у нас внутри региона, и аналогов некоторым из них нет в стране. Об этом я расскажу чуть позже. По поводу удивления, здесь звучал хомус. Казалось бы, где варган и медицина. Но многие, наверное, знают о таком понятии, как хомусотерапия. И считается, что вибрации этого волшебного музыкального инструмента помогают, например, от головных болей. Также мне очень понравилась VR-игра, вас погружает в виртуальное пространство, где вы учитесь выбирать правильные продукты. Например, такая корзинка у вас, вам нужно купить как можно больше полезных продуктов, и в конце программа высчитывает, какие из них действительно полезны, а какие нет, а потом вы в реальном магазине можете это на практике все применить. Это разработка, например, Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Но настоящий фурор здесь произвел этнофитнес. Это такая аэробика с элементами национальных танцев. Всех привлекают посетителей поучаствовать в этом мероприятии. Все танцуют, радуются. Об этом невозможно говорить, на это нужно обязательно смотреть, в этом участвовать. Давайте послушаем фитнес-инструктора. Что же это такое, какие эмоции там? Ну, танцы – это, во-первых, эмоции, да, это общение. У меня центр занимается женщиной предпенсионного и пенсионного возраста. Вот для них вот развивается память, движение – это жизнь, да, и вообще общение, эмоции. Кстати, здесь на выставке многие посетители удивляются, что в Якутии, в таком далеком северном регионе, представлены огромные, современные, оснащенные медицинские центры, которые представляют большой диапазон медицинских услуг. И это действительно для многих вызывает удивление и восхищение, конечно же. И вот, например, онкодиспансер представил здесь программу диагностики онлайн. Это такое своеобразное анкетирование. Например, если вы подозреваете в себе заболевание, вы можете ответить в компьютере на ряд данных вопросов, и потом программа выяснит, есть у вас какая-то предрасположенность к раку или нет. Там представлено 6 различных локаций, например, легкие, печень, желудок и так далее. И это уникальная действительно технология. Давайте послушаем, что о ней говорят сами разработчики. Эта программа уникальная. Такой программы в Российской Федерации на сегодняшний день нет. Прошли анкетирование более 20 тысяч жителей Республики Саха-Якутия, и у 46 жителей выявлено злокачественное образование, и причем на 56% это на ранней стадии. Да? И данную
анкетирование можно пройти из любой точки нашей республики Саха-Якутия. Самое главное, чтобы был интернет, можно по телефону. Куда же без сувениров? За них сегодня отвечает Центр медицинской реабилитации. Здесь, например, раздавали такие баночки с грязью с Абылахского озера. Наверное, многие тоже знают о медицинских свойствах этого водоема в опорно-двигательной системе. Например, также лечится и спина, и кожные различные заболевания. Кстати, многие даже знают здесь, в Москве, что это действительно целебные грязи, аналогов которым тоже практически нет, например, на Дальнем Востоке точно, а в России таких мест всего лишь несколько. Одно из самых популярных, например, Мацеста. И давайте послушаем представителя медицинской реабилитации центра. Наши грязи пользуются большим интересом. Подходят земляки, их знакомые, кто раньше жил в Якутии, рассказывают это своим детям, своим знакомым, берут образцы грязи для своих родных. Они многие осведомлены, и даже с прошлогодних выставок приезжали к нам несколько раз лечиться, брали контакты и уезжали с улучшением. Ну и будем надеяться, что после этой недели здоровья, которая, я напомню, закончится 7 апреля, многие посетители выставки «Россия», это все жители нашей огромной страны, узнают, что в Якутии прекрасная медицина. К нам можно приезжать даже лечиться. Петя? Максим, ну не можно, а нужно. Радует, что действительно Якутия привлекает не только своей самобытной культурой, но еще и медициной. Напомню, на прямой связи со студией из Москвы был мой коллега Максим Кардозо. Помочь преодолеть преграды тем людям, перед которыми их возводит сама жизнь, задача общая. Между Министерством спорта Якутии, Республиканским центром адаптивной физкультуры и администрацией Алданского района было подписано соглашение о взаимодействии. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Прошедшая 5-я спартакиада зимних видов спорта дала импульс к активизации ряда физкультурных направлений. В ходе визита в Алданский район представителей Министерства спорта Якутии и специалистов Республиканского центра адаптивной физкультуры с администрацией муниципального образования было подписано соглашение о взаимодействии. Спорт всегда объединяет всех. И, конечно же, мы можем сегодня об этом поговорить и в дальнейших планах, как мы будем это устраивать совместно с администрацией муниципального района и Министерством спорта. Подписание соглашения состоялось на базе районного общества инвалидов, которое гости посетили в ходе визита. Документ предусматривает развитие в Алданском районе физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Мы будем их призывать для занятий физической культурой и спортом, потому что у нас они не должны засиживаться дома, да? Они должны социализироваться в нашем обществе. Поэтому у нас такая задача стоит сегодня. В рамках пребывания в Алдане специалисты Республиканского центра адаптивной физкультуры посетили спортивную секцию для детей с ограниченными возможностями здоровья, действующую на базе лицея. Гости рассказали ребятишкам и их родителям о многочисленных видах спорта, которые доступны людям с различными заболеваниями, и совместно со школьниками и волонтерами провели с детьми игры. На сегодняшний день очень насущная проблема такая, да, по работе с детьми с ОВЗ. Не только с ОВЗ, но есть и дети у нас с интеллектуальными нарушениями, есть у нас дети с поражением опорно-двигательного аппарата. На встречу также были приглашены взрослые, которые научились жить с тяжелыми недугами. Некоторые слушатели поделились опытом, который может послужить примером. Светлане удалось одержать главную свою победу – победу над болезнью. Девушка обрела возможность ходить и неоднократно становилась победительницей различных паралимпийских соревнований. Я сама выросла по спорту. У меня родственники, физкультурники сами, они вверх меня подняли. Я колясочница была, вот как мальчик. И вот вверх подняли, и начала я вот спортом заниматься. Алданцы убеждены, открытие секции адаптивной физкультуры расширит условия реабилитации и социальной адаптации для детей и взрослых, страдающих тяжелыми заболеваниями. И, конечно же, невозможно переоценить важность общения, которого многие люди с ограниченными возможностями здоровья нередко лишены. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. 16 метров высоты, 3 трассы разного уровня сложности, безграничные возможности для развития не только физических навыков, но и силы духа. В Якутске завершили строительство скалодрома, его задействуют в предстоящих играх «Дети Азии».
Как устроен комплекс и когда его откроют для массового спорта, узнавала и наша съемочная группа. Мечта построить в Якутске скалодром международного уровня у профессиональных альпинистов зародилась в 2015 году. Тогда была основана Федерация альпинизма и скалолазания республики. С тех самых пор этот экстремальный вид спорта, требующий большой концентрации, сыскал большое число поклонников со всех уголков республики. И вот аккурат к предстоящим играм Дети Азии в столице построили уникальный спортивный объект – трехсекционный скалодром. Профессиональные спортсмены уже успели оценить новое оборудование между собой, называя его не иначе, как олимпийским. Безусловно, у нас здесь нет сомнений в том, что в срок будут все объекты готовы, а учитывая большой опыт проведения в Якутии таких вот крупных массовых мероприятий, то, безусловно, у нас есть высокий уровень доверия к Организационному комитету. Сам скалодром состоит из 3 трасс разного уровня сложности. Для лазания на скорость есть эталонная трасса шириной в 6 метров. Вторая для лазания на трудность шириной в 25 метров. И самая уникальная 3-я секция для боулдеринга. Это самая современная дисциплина в скалолазании. Ее суть заключается в том, чтобы преодолевать короткие сложные трассы, организованные на небольших, часто отвесных возвышенностях. При этом страховка не предусмотрена, только маты, лежащие на полу. Этот скалодром соответствует спортивному стандарту. На нем можно проводить, ну, как мы сказали, да, международные соревнования, первенства ДФО, чемпионаты ДФО, какие-то всероссийские старты, возможно, да. То есть скалодром удовлетворяет всем требованиям. Там даже система старт-финиш была куплена в Китае, потому что она должна соответствовать международному уровню. Первыми опробуют новый скалодром члены сборной республики по скалолазанию на играх Дети Азии. Эта дисциплина впервые в этом году включена в программу спортивных состязаний. В ней разыграют сразу 6 наград. Предполагается, что каждая из сторон-участниц может заявить по 3 юноши и девушки возрастом от 14 до 15 лет. Ну, как известно, у нас пройдут летом Дети Азии, игры Дети Азии. Объект построен именно к детям Азии и по 3 видам скалолазания. Это болдеринг, это низкая, да, и скорость, и сложность, да, получается. И после игр планируется передать Федерации скалолазания республики, и уже для общего пользования населения уже будет доступно. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что скалодром станет одним из ключевых элементов развития спортивной культуры в Якутии. И в самое ближайшее время все поклонники и любители скалолазания смогут в буквальном смысле добиваться новых высот. Петр Васильев, Илья Сыромятников, Якутск. Таким увидели уходящий вторник наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.